И готово. Осталось. Я очень люблю, когда первый блин комом. Не дождался, я говорю, дай мне кусочек блина. Вот так выглядят наши красавцы уже. Привет, друзья! Пока мы поздороваюсь с Чолом. В самом разгаре, так сказать, масленичная неделя. Пока мы, у нас это переводится Йоввежон. Это сливочная неделя, если дословно переводить. Йоввежон. Вежон это неделя, Йову это сливки. Сверху на молоке что. Вот. И как же мы, как бы, не оставим же наших зрителей без, наших гостей, наших подписчиков без блинов от Маши. От Маши блины получаются очень вкусные, ребята. Она там своим делом занимается, я уже подробнее, как блинное тесто уже делается, не буду снимать. Ну, блинное тесто, оно и есть блинное тесто. Что там, мука, да, мука, сахар, щепотку, соли, молоко, что там еще, растительное масло и сливочное масло еще. И все. Вот. А в конце, что мы будем делать с этими блинами и какую начинку положим, в эти блины будем класть, это уже и как будем заворачивать, и как будем там до готовности довести, это уже мы покажем вам. Вот. А сейчас у меня есть работа, вот такое, так сказать, работа. Мне сказала Маша, сделай вот это. Короче, лопата после этих дождей, у нас снег очень стал плотным такой, и еще немного приморозило, и очень такой плотный стал. И мне сказали, вон тебе, лопату она сломала, лопату. И надо поменять черенок на другую здоровую, ну, которая не сломанная лопата. Короче, поменять черенок надо. Вот так. И я это буду делать. А Маша блины будет. Да? Да. Ты у меня вкусные блины сегодня в гости. Да? Ну, она всегда у меня вкусно готовит очень. Вот так. Все, погнали. Каждый делом занят, да, Маша? Ты блины мне сделай, главное, блины. Блин, руки не слушаются нифига. А Маша говорит, что шнель, работай, арбайт, да? Да, работай. Работай. Ты блины мне беги. Я-то буду работать. У меня вон уже полдела сделано. Шуруп уже отвинтил. Теперь эту фигню я вытащу и все черенок поменяю, и готово. Так. Пошел. Все. Ой. Вот такая лопата. Что ты с ней сделала, а? Маша? Работала. Вот, смотрите. Снег чистила. Посмотрите, как Маша у меня снег чистит. Вот это да. Так. Пу-пу-пу. Вот так. И готово. Осталось закрутить саморез. И лопата готова. Сейчас еще постучу немножко.
Так, осталось закрутить саморез. И все. Блин. Вот так, руками не могу нажимать, я подбородком сила есть, ой, блин, ну вот так. Так, подбородком я могу полено отпилить. Все? Маша? Ну, спасибо. Готова у меня лопата. Разученьку там. Разученьку там. Ну все? У меня там закончило дело. А у тебя где блины? Где блины? Время гуляй снова, да? Да. Сейчас я инструменты отнесу в шкафчик. И буду я тебе помогать Блины жарить. блины жарить. Я это. Ты будешь моим советам прислушиваться, нет? Я очень хороший советчик. Ну да. Ладно, сейчас я инструменты отнесу. Это все. А ты что делаешь? Ты что делаешь? Почему? Где мои блины? Сейчас Где мои блины? Сковородка пустая, ребята. Нагреется сейчас. Ты сковородку ждешь, пока нагреется? Да, пока. Пока нагреется. Короче, еще пусто. Он Еще. шумовка пустая. Но здесь не пусто, вон тесто. Тесто готовое. И Маша улыбается. Вот так. Сейчас посмотрим, какие блины будут. Блины будут. Вкусные будут блины. И у нас, знаешь, опять гость. К нам опять гость пожаловал. Да. Вот такой гость. Да, тоже блины ждет. Тоже блины. Он блины не любит. Ну, без нас-то скучно, да? Да. А его, знаешь, сегодня это Борис Да. отфигачил. Ты, да? Бориска его сегодня побыл. Я тебе не показал еще на видео? Нет. Да. Он побыл, я Бориску поругал немножко. Вот так. Мажем сковороду маслом. Так, ребята, первый блин у нас. Комом. Давай комом по традиции, чтоб комом пошла. Нет? Первый блин всегда по комом. Ну, пускай первый блин. Я очень люблю, когда первый блин комом. И это я сейчас с удовольствием я ем этот блин. Вот так, с масленицей, друзья мои. Эх, не успел я, ребята, включить, как она блин перевернула. Первый блин. И не комом даже. Как-то я комом хотел, чтобы я люблю это потом кушать комочки. Нет, конечно, не комом. Блины не очень будут румяными, потому что в самом конце вы посмотрите, что мы еще с этими блинами будем делать. Почему не будут румяными? Румяными будут. Чего-то не должны быть румяными. Но мы же еще будем что-то сделать с ним. Ну и что? Секрет фирмы от Сергея Ивановича. Да. Это
тоже хотела сказать. Секрет, фирменный секрет от Сергея Ивановича. Ну да. Блины должны быть мягкие. Хоп. Первый блин, ну-ка покажи. Вот такой масленицу неделю блин. Блинчики. Все, второй пошел. Скворчит? Скворчит. Блины? Блины. От Маши? От Маши. От Маши. От Маши. Ребята, я не дождался. Я говорю, дай мне кусочек блина. Ну. Ой, ребята. Горячие, вкусные. Не удержался. Хотя я жду что-то, ну, чтобы закончилось и там начинку положить. Вкусно. Так, продолжаем нашу жарку блинов. Ой, осторожно. У меня горячей сковородкой по носу. Постепенно блины прибавляются. Правда, мы съели чуть-чуть уже. У нас уже не очень много осталось чисто для блинов. Скоро все закончится. И самое главное, что мы будем делать с этими блинами, вы увидите чуток попозже, какую начинку будем добавлять. Будет очень интересно. Не переключаемся от нас с Машей. Смотрим дальше. Вот стоечка блинов. Нам для двоих это за глаза уже. Вот такие румяненькие, вкусные, мягкие блины, да. Самое главное, мягкие блины. А это что за... О, это что за Антарктида? Это... О, слон. Это слон, на слоника похож. Да? Самый последний блин. На слоника похож. Я его так съем сразу. Горячим. О, слоника. Ну-ка я поближе подъеду. Ты слоника сделала специально, да? Там глазки ему сделала. Ага. Вот такой. Ножки. Хобот. Вот это да. Вот так. Не щур, это хобот. Хобот, а вон ножки. Так вот, главное... Буала ножки, щурза, это диграмаш. Уж это покомый бык, а тут Бычок. на слоника похож. Бычка, на бычок. Вот Bычок на- Юрса, bitte на- da видим, это вот. щуры, то выры, на кокус, это Люкаш. Так, у нас спор тут с этим блином. В комментариях напишите, на что похож блин. Вот этот. Ошвиле, буала. Ты говоришь на быка? На бычка. А я Который говорю, бодаться хочет. а я говорю, что похож на этого. На слона. На слоника, да. На бычка похож. Все. Готово. Ну все, друзья мои, жарка блинов закончена, но на этом приключения этих блинов еще не закончены. Сейчас мы будем шпиговать эти блины
такой особой начинкой от Творог, яйца, сметана, ванилин, песок сахарный и соль, щепотка. вот. Творог, яйца, яйцо. На такую порцию одно яйцо, Здесь сметана, сахарный песок, ванилин, собственно говоря, самые блины. И вот такой противень небольшой. И вы увидите дальше, что будет с этими блинами происходить. Все, я буду с близкого ракурса снимать. Все, поехали, ребята. Вот столечко примерно. Тут примерно творог был в стаканчиках по 130 грамм 3 штуки. Это получается 400, почти 400 грамм. Сахарный песок. Немножко ванилина. Чуточку. Прям чуточку. Да немного. Не надо много. Вот. На такую порцию одно яйцо. Думаю, достаточно. И желательно домашние сметаны, но мы корову не держим. Да, Маша? Где корова? Почему у нас нету коровы? Некогда. Некогда подразумевается, что я как корова, меня тоже надо держать, да? Вот так это слегка сначала ложкой, а потом блендером этим, маленьким блендером все это перемешаем. И будет начинка очень такая классная. Там сырое яйцо. И для этого нам нужен противень. Вы уже, наверное, догадываетесь. Сейчас посмотрим, что за технология будет. Вот такой крем, как типа крема будет. Ой, ребята, я смотрю, он вкусный. Нежный крем такой. Да, Маша? Оно как масло, ребята, стало, этот творог. Да, Маша? Как масло реально. Дай попробую, вкусный или невкусный. Сейчас Трудная масса. чуть-чуть. Может, сахара добавить нет? Для меня не надо. Не надо, да? Сейчас вот ее мало вообще. Надо тогда немножко еще перемешать. Нет? Да, нормально. Не надо перемешать уже больше. Все. А мы сейчас этот шуба, там может снова смикер. Что не слегче сычит. Сейчас немножко еще перемешаем. Мне кажется, надо. Там, наверное, сахар не перемешался. Чисто. К примеру, Маше Для меня нормально. сладкий, а мне почему-то не попало. В сладкий момент не попало. Хватит. Сергей Иванович сказал, хватит. Ну все. Очень нежный крем такой получился. Сейчас потом помажем наши блинчики этим кремом. Делаем вкусняшку для Сергея Ивановича. Нет слов. Да я слушаю. Мне такие слова вкусняшки для Сергея Ивановича вообще слух ласкают. Век бы слушал Маша. Ну, так, это уберем. Теперь такой момент. Будем смазывать противень. И сюда будем заворачивать. Сейчас поближе потом буду тоже снимать. И как будем закручивать.
Это не просто конвертик или что, а нужно плотно-плотно закрутить. Смазать и закрутить. Бери вот этот скребок, что ли, как. Ну, получится, почему не получится? И заворачивать вот так, да. Вот так. И укладываем вот так. Вот так. Чего? Я плохому не научу. Да? Сказала, что я сам все это сделал. Но я лучше поснимаю. Все получится вот так. Тонким слоем вот этот крем из творожной массы намазываем, или как там по-русски? Да. Смазываем или намазываем, или накладываем. Ну что-то вот делаем вот так. Тонким слоем, не очень Главное, толсто. видно, что делаем. А потом нужно вот так закручивать, как бы в рулет получается. И на противень. Вот так. Во сколько на противень лезет, вот столько и с начинкой будем делать. Вот у нас как такая вкусняшка будет. Блины блинами, а с начинкой оно всегда вкуснее. Я так думаю. Да, Мария Олеговна? Да. Так ведь? Конечно. Это не магазинские блины, конечно, домашние. Домашние, вкусные. Собственное приготовление. Должно быть обязательно Видите, вкусное. как ловкими руками Мария Олеговна справляется. Блины нежные. А, да, самое главное для этих блинов, чтобы они были мягкие, очень мягкие. И у Маши это получается, очень мягкие блины. Их можно, ну, они как вообще очень-очень мягкие. Не хрустящие, а мягкие именно. И 200 градусов. Мы включили духовку уже, ребята, греть. А тем временем Маша продолжает заворачивать такие рулетики блинные. Очень вкусные. Пробуем же, да. По-другому делаем. Но по-другому. А сегодня вот решили вот так. Они вкусные. Получается, их сейчас зальем еще. Не зальем, а Намажем смажем сметаной и в духовку на 200 градусов на 10 минут. И получится вот такая фирма. Я вам гарантирую, ребята. Чего? Я плохого никогда не советую. Сколько мы уже готовим здесь блюд? Хоть одно блюдо вы выбросили и не покушали. Очень вкусно все получается, на ура. Стараемся. Да, я подержу. Я же тоже держу. Вон. Ну все, закончили вот такие красавцы. Сейчас будем их обрабатывать сметаной сверху. Смажем просто. И в духовку на 10 минут. Остальные блины, что остались там, это будем так с чаем пить. Вот так, слегка. Мажем кисточкой. Я бы лучше, конечно, предпочел смазать сливочным маслом. Но сметана, говорят, тоже неплохо. А может, тем и тем? Нет? Маша не хочет. Я сразу вижу, что она хочет, не хочет. Она сразу у нее, если что-то скажу не по ее-ному, все быстрее иритируюсь и говорю: нет, да? Ну, тогда нет, так нет. Быстренько. Быстренько. Со сметаной будем мазать. Да, со сметаной это будет потом от жара это будет все впитается, там внутри творог запечется вместе с яйцами там.
Не с яйцами, яйцо там. Яйцо? Да, ну да. Запечется это все, будет очень вкусно, нежно и сочно. Буквально на 10 минут, не больше. Вот так, друзья мои. Дело идет к финишу. Наш масленичный вечер идет к финишу. Сейчас вот этих красавцев засунем в духовку. Опять сидит. Чего ждем, красавица? Духовку. Когда можно уже отправить в духовку наши блинчики. Вот такие блинчики, да. Духовка нагрелась на 200 градусов. И засекаем время ровно на 10 минут наших красавцев. Все. Ну вот, и все. У нас блинчики 10 минут там побыли. Их не надо румянить. Они в духовке вот так набухли, стали сочные, сметана, творог и сметана там, ну, как бы сок дали такой. Они очень вкусные, сочные, то есть. Вот так выглядят наши красавцы уже на столе. Вот так. Вы не представляете, какой аромат от них идет. Сейчас разрежем, поставим на тарелочку и разрежем. Так. Так, Сэм. Так. Сначала пополам. И потом разверни. О, смотрите, какое там. Много творога, очень много творога. Вроде бы тонким слоем смазали, а там творога очень много. И вкусно. Вот так. Вот такие длинные рулетики, запеченные в духовке. Очень вкусные. Сейчас мы будем пить чай с этими рулетиками. Вот и все. Давай пробуй тоже, Маша. Так-то мы пробовали эскинда. Я тоже попробую. Я сначала сметану, вот так. Нежные прямо тают во рту. Это не просто так, что вот завернули творог, а именно вот в духовке подержали и взбитые блендером. Вообще классно. Очень вкусно. Очень мягкие и вкусные. Вкусно, вкусно. Я за тобой. Невозможно остановиться. Просто офигительно вкусно, ребята. Ну вот и все. Закончился наш масленичный вечер. Неделя продолжается. Всем друзьям хорошей масленицы. Пеките или как там, жарьте блины. Начиняйте всякими вкусностями, начинками разными. Экспериментируйте. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрит наш канал с Машей. Также призываю подписаться и нажать на колокольчик, оставить комментарии. Тем самым вы поддержите нас, нашу семью, наш канал. Вот так. Ну, на этом все. Всем пока. До новых видео, друзья мои. До свидания. Всем пока. Пока-пока.